Ассаламу алейкум. Сегодня мы по адресу Вахитова, дом 32, в семье Сологубовых. Мир вам, добрый день. Добрый день. Меня зовут Салих Хазрат, я имам нашей мечети. И мы начали такой проект, который называется «Будем ближе друг к другу». Да, у нас открылся такой пункт помощи. Сегодня мы ведем переговоры с различными медицинскими учреждениями, с различными частными медицинскими учреждениями, которые благотворительно могли бы оказать какую-то помощь. Во-первых. Во-вторых, хотим узнать ваши какие-то, может быть, насущные проблемы, которые каждый вас беспокоит. Хотим, может быть, как-то помочь вот не только материально, да, то есть в первую очередь всегда духовно какая-то поддержка должна быть. Да, ну и, конечно, элементарные вот вещи, которые, вот я же говорю, в быту происходят, да, для того, чтобы передвигаться, для того, чтобы, скажем так, жить полной жизнью, да, вот эти, скажем так, повседневные вопросы, может быть, как-то мы даже их и решим, получится решить. И дай Бог, чтобы мы были полезными для вас, чтобы мы были полезными для таких девочек, как Ангелина, дай Бог. Ну, начнем знакомство. Да? С кого? Значит, с главы семьи начнем, да? То есть, как вас зовут? Геннадий. Отец девочки Ангелины, моя дочка. Ну, это больше родовая травма. Вот. Ангелишка развивался хорошо, ничего не предвещало, просто вот так получилось. Не хватило воздуха, задохнулась и мертвая родилась. Да, а там уже кровоизлияние и ДЦП поставили. Сколько лет девочки на данный момент? 18. 18 лет, уже совершеннолетняя наша невеста. Да. И характер, наверное, тоже есть у Ангелины. Да, она очень такая с характером упертая девочка. Да. Если что-то она замыслила, добьется своего, чтобы мы все это сделали. А здесь мы видим силу духа, здесь мы видим старание Ангелины. Да, и она молодец, что-то если не может сама, значит, ее папа с мамой обязательно это сделают. Да? Ну, стараемся. Я вижу у вас здесь иконы, я вижу, что вы верующие люди, значит. Ангелишка у нас да. очень верует, да. Молодец какая, молодец. То есть, значит, благодарность Богу за то, что мы есть. И благодарность Всевышнему за то, что Он дает сил нам каждое утро просыпаться, каждый день вести такой порядочный, а мы видим, что у вас как красиво дома, значит, чисто, уютно, мама с папой переживают за тебя, беспокоят за тебя. Это доказательство нашей веры в Богу. Вот. Доказательство нашей веры в Богу, то, что мы принимаем от Всевышнего это испытание. Мы благодарим Его за то, что Он нам дает силы. Вот этот моральный, психологический, значит, настрой каждый день, да, и тем самым, конечно, мы приближаемся к Всевышнему. На ус ведь мотает. Да. Ну, значит... Все понимает. Да? Да, все понимает, так сказать Все, не может. все понимает. Как вы оказались в такой непростой ситуации, да, вот вам тяжело передвигаться. Я начну с мамы уж, пожалуйста. Ну, вкратце постараюсь. Ангелишку я когда родила, через полтора года я, ну просто недомогание какое-то пошло, такое, какой к врачам стала ходить. Дальше больше, хуже, потом в реанимацию попала, да, потом почему-то оттуда вышла, стала поправляться. Врачи, как сказали, организм молодой, должен справиться. Ну, он справился, дома. на какое-то время мне стало полегче, вроде бы. Вот. А потом поставили диагноз рассеянный склероз. Да. Вот. С ним я проходила 10 лет. 8. 10. 8. 8 лет.
А потом направили в Казань. В Казань я попала к нужным врачам, которые правильно поставили диагноз. Но уже было поздно. Я уже на преднизолоне уже подсел за эти года. И уже врач сказал, я уже даже тебе ничем не могу помочь. Уже все. И с преднизолом до сих пор живу. Уже все. Диагноз-то не тот, вернее, не тот диагноз, но от этого не легче. Ну да. Что рассеянный, что вот на данный момент, что сейчас поставили, разницы никакой. Да. Его вроде бы и нет, радоваться бы, а с этим тоже никто не может справиться. Вот так. Ну, так и живу. У папы, что у папы? Что с ним Ну, случилось? папа работал, как говорится, зарабатывал денежку для житья-бытия. Ну и, как говорится, техника безопасности подвела. Мгм. Вот. Как бы все знал, но Человеческий фактор. человеческий фактор. Да. А получилось так, что потеря кисти. То есть, получается, вы, инвалид, да? Да. Да. То есть, получается, в одной семье 3 инвалида получается. Ну так. Да. Ну, я по вашим, Вот Стыдливище, да? по вашим лицам я нисколько не вижу, что вы инвалиды, если честно. Знаете? Ну, наверное, уже Чи- попривыкли. Нет, знаете, Нет, это все-таки. знаете, Ну, больше играет тут любовь. Любовь это да. друг к другу, Ну, к поддержка. семье. Поддержка. Поддержка. Хорошая. Друг друга поддерживаем, Вот. конечно. Не Всё хочу это- сказать, что гладко бывает. И морально тяжело, в первую очередь. Наверное. В первую очередь. А так, Ну, дай бог. Когда мы посещаем такие семьи, да, знаете, это не мы как-то там помогаем, как будто. Это вы помогаете нам, и мы хотели. Вот, и я прямо чувствую, что вот это вот ваши слова, ваши вот эти переживания, они обязательно помогут другим, кто вот, значит, немножко разочаровался, может быть, или немножко запутался, может быть, в своей жизни, там, да, не может найти приоритеты в своей жизни. То есть, да, вот вы именно будете тем маяком, который будет им говорить, знаете, вот, а вот мы вот так живем, мы вот вместе. Мы смотрим Ангелину, и ее улыбка, значит, да, она дорогого стоит, поэтому это точно. Она улыбается, и все, и нам хорошо. И нам хорошо. И настроение хорошее, и все нормально. здесь такая чистая, приятная такая аура. Очень бывают грустные квартиры, грустные У нас бывают. весело. У вас вообще, я смотрю, здесь везде, У нас, значит, да. Боярский везде тут. Да. Вообще Это прям вот всё у нас. классно. Да, нравится, да? Тебе Боярский? И песни, и Да. фильмы. Классно. Да, он тоже бабай уже, он тоже уже сейчас Это точно. дядя Миша. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будем вместе. Значит, будем ближе друг к другу.